Так, запись пошла. Не знаю. В общем, Хатыми большое. Трогаемся. 20 километров до Тита. Сейчас потом кусочки. Наверное, не буду все снимать, а то по часу видео скажут, вы что? Там совсем. Здесь уже скользко, на ровной буксуем. Кирдык нам предварительно. Цепи у нас есть, но мы ленивые. Если второй день уже не пойдет и не сможем подняться, тогда оденем, скорее всего. Шутка, если что. Ну, не будем одевать, там говорят, все посыпано, мужики. Там КамАЗ только один стоит, видно, что-то с развесовкой у него. Он не может взять этот поворот. Сейчас ближе подъедем, посмотрим. Ну, вот от Хатыми здесь асфальтик, потом асфальтик кончается, Тит у нас гравийка. Выходим на круиз, контроль, пошла пушечка. Полбака топлива до Алдана хватит. Не стали заезжать, там контейнерный заезд такой еще с перекосом. Как-то тут с заправками надо что-то думать будет. Можно, в принципе, ездить, слышь, к Нерюнгри, можно как-нибудь, если в следующий раз к Нерюнгри по низу подъедем, там прям нормально для грузовиков заправка, где я как-то заправлялся на начале объездной. Заодно город покажем, как ехать. Прокатнемся по родным местам, но потом уже следующим рейсом сейчас. Просто заправлять у нас израсходовано 285 литров, а у нас 750. На 200 километров, я думаю, хватит. Если мы, конечно, не заселимся на Титу надолго. Сейчас 477, значит, Тит 500 километр. Катим пока. Давайте включусь, тут как бы особо интересного нету, замонтируюсь. Все подъезжаем. Микрофоны. Что меня шуша заложила, не знаю, идем на подъезд все время. 20 километров. Было от Хатыми. Блин, вообще такое небо не светлое. Тут тучи стоят, вот за деревьями Тит видно уже, но мы будем подниматься, это вершина, а подъем получается там между. Что-то у меня уши заложили. Это вакуумные наушники. А, специально так? Короче, нормально. А, вот, они отложились теперь, начал разговаривать. Ну, вообще, вакуумные, типа, что они, компрессор там стоит, накачиваются. Ну, это... Что тут такой туман? А что не? Алло, прием. Не знаю, вот купил наушник, микрофон, пикают, микают, что-то непонятно. Сели, значит. И вообще ничего не слышу сейчас. Они меня опять завакуумили. На подходах идем к Титу. Кому надо, информация такая. Там висит кто-то, в общем, сказали. Висит как-то так, по своей воле, я так понял. Не пытается подниматься, второй день стоит, типа, у меня не получается. Или высылайте вертолеты. Типа того. Не знаю, слушай, наушники, когда вакуум вот этот, я чувствую, ничего не слышу, они, может, не работают. Я тебе говорю, они сели, ты в коробку кладешь, и не так, как надо. Они лежали У тебя вот все время. специально, чтобы заряжало. Они у тебя красные горели, знаешь, что ты тебя зарядил. Ладно, значит, тогда буду громко говорить просто. Скорость 100, подлетаем к Титу. В общем. Давай сюда. Что-то они пикают. Короче, классные наушники, покупайте все. Нифига непонятно, что происходит. В принципе, в кинорежиме нравится просто снимать, никаких проблем с видео. Сейчас подлетаем к Титу. Смотреть до конца.
заехал, вернулся, что ли, или что? С вчерашнего вечера штурмуем, вот едем, разворачиваем с разгона, сейчас 2 машины пошли, там 3-я и еще тонар там. Слушай, ну я тебе могу сказать, что с разгона ТИТ не проезжается. Включай вторую и иди на второй в натяг. Больше никаких вариантов. И тут не гоняют, тут с разгона нечего. Ты садишься прямо в самом начале сразу. Какие разгоны? Это говорит человек, который еще на этой машине не заезжал сам. Ну, не надо разгоняться, Это это же понятно. точно, причем Нам четко. стоковые нашлифовали, то хрен знает куда, в какую сторону ехать, то ли по стрелке, то ли по своей полосе. Спроси, там снег? Понял, принял. Начало нашлифовали так, говорит, что непонятно где ехать. О, красота. Спроси, вот цепи есть чуть-чуть. Ну зачем мне спрашивать у него Интересно. цепи? Ну если они что, второй день штурмуют, наверное, нету. Макс. Офигеть. Это он, прикинь, отсюда он разгон, что ли, берет? Зачем он все Ну вернулся? я тут не знаю, со стоянки, может, чтобы развернуться, понимаешь? Он же развернулся, посреди дороги не будешь разворачиваться. На стоянке разворачивается и несется. Еще 3 машины понеслись перед нами. Кайф и драйв. Ох, чувствую, будет интересно. Да нормально все будет. Не, ну тут нет снега, ничего вообще. Как нет снега, дорога из снега. Нет, я имею в виду, не снег не идет, но чисто укатанный снег вот сейчас. Макс, угол подъема. Ты что Я думаешь, понимаю. почему не могут проехать? Очень крутой подъем, понимаешь? Понимаю. И у тебя как бы законы физики тебе не дают. Ну, видишь, не могут, просто не могут проехать. А КДМщика категория Е нагнал. Понимаешь? Бизнес закончился, теперь все. Так, ладно, со звуком не знаю, буду прямо орать вам в телефон. Наверное, так. В общем, все, подходим мы к Титу. Подходим. Глянь, как здесь грейдировали рог какой-то, даже непонятно чем. Видишь, следы такие, полоски. Ну, грейдер, наверное, может, прошел, а оно потом набивается. Так, не знаю. Ох, Что-то ты очкуешь. нет. Да ничего страшного, ну встанем, постоим, что за это. На первое будем ехать, с онспотами сейчас. Это все, вот что подъем начинается. Да погодь. Вот Тит впереди. Да я Видишь? Сейчас все подымем, скоро. Я сейчас, наверное, на второй поеду на всякий случай, если они там нашлифовали. Такая он говорит, они нашлифовали внизу, поэтому они не могут даже вниз проехать. Да, потому что здесь вниз, вот ты сейчас посмотришь, оно выглядит как вроде как не сильный подъем, но там просто садится машина в усмерть. А они пытаются разгоняться, понимаешь? Как разгоняться, если ты просто, ну она там подъем для 3-й передачи, понимаешь? Они туда залетают на 7-й, клацают, какой-то рывок получается и стоят. Понимаешь? И тут вот тут что, сильный подъем? Нет. Ну, 10-я газ в пол, она вообще не едет. Идет? Едет или что сказал? КДМ-ка идет, что шипение, так же, как это. Сейчас мы постоим там еще возле него, посмотрим, что там, кто впереди. Если кто-то там подвисает или забирается, надо, ну, Да, тут мешаться друг другу. постоять, мешаться не будем, да. Чуть-чуть. Что-то у нас тут А тарахтит, ты тут такая. закрой шторку. Говорит, зачем? На кнопку нажми. А зачем? Она болтается. Вниз и вверх заново. Всё. Вот такие вот подходы к Титу. Опять длинные, да, видос. Но я разделю и сделаю это длинное видео про Тит, короче, кто-то посмотрит. Рано опять начал снимать, я как обычно. Да пофиг. Люди даже не видели дорогу до Тита. Да, Все вот. показывают только Тит. А дорогу... Да, вот от Хатеми, вот это мы с вами 20 километров проехали. Да, я нам кусочек выключал, но там, в принципе, просто асфальт и все. Ставите повнимательнее, там машинки висят и на встречке стоял тонар. Это тебе. На встречке Тонар. Вот этот тебе. Здесь пуштяк. Ну, видишь, самосвал здесь. Чуть-чуть. А вот едут
идем идем в распадке. Перевал Тит всего высота над уровнем моря 1360 от метра. Мы забор такие видели когда-нибудь? Направление строго юг-север. Это снегозадержание, да. Вон снег, видишь, чистят какие горы. Фу, тварь. Штурмовать. Тут даже летом вот там вот в росе, это еще ровно типа. Вот сейчас за поворотом будет начало начальное. Хорошо, слышишь, да? Ну, как бы на Титу своя атмосфера всегда. Да. Все перевалы, все вот эти, то, что вы видели, это вообще ни о чем. Здесь вообще просто уже даже видим. Вот начало, видишь? Вон стоит уже. Вот кто-то. табличка, оденьте цепи, все дела. И там стоит. Вон стоит. И это только начало, и самый поворот вон там. Выход. И он короткий, понимаешь? Вот разворачивается, не заехал. Видишь? А этот прямо посередине, честно говоря, стал. Что, я не знаю. Ну что, если мы ходом пойдем, то мы его объедем, он на месте стоит. Ходом. Че, он споты врубим. Все, я 20 скорость. Ленивец поднять. Он споты. Смотри, на табло шел поднялся. Табло включил. Блокер. Да, он пошел отжиматься. Но я все, я 20. Сейчас пойду и оттуда пойдем на третий. А если мы сейчас остановимся и на месте его поднимем, он все равно опустится, да, на то? В смысле? Но он же только тонну несет, все равно двигает. Он сейчас полностью поднятый. А, 20 км в час, вот 13,7 на оси. еще подушки поднимают на жопе, чтобы нагрузить. На пульте плюс нажми. Да давай сейчас пока Увеличить. так. Я сейчас поставлю это верхнее положение. Но это она ни о чем. Какая разница, А, приподнял. ты уже с цеплями даже? Я цепь включу вообще. Ну, это, кто не знает, у нас есть он спот, вот так под колеса вкидывается. Цепи включили, все включили. Ну, я думаю, не знаю, что думать. Что, вторая, наверное, на второй лучше, да? Просто непонятно, где его, с какой стороны обходил. Прям по центру стоит. Ну, я думаю, по обочине. А мне кажется, по встречке. Встречки там еще. Ох, Воротов много, я не знаю, надо прямо вообще красться. Пятая здесь Стволы точно. поднялись. это в тебе надо? Нет, это они там переваливаются. Вот они вот тут пытаются разогнаться, понимаешь, а тут... Ага, я еще тут стану с переключениями на нижние передачи. Ну что, третья передача. Подъем на вид очень серьезный. Третья, и тут в зеленом секторе обороты просто ну как бы. Скорость 12 км/ч. Ну, тут глянь посыпки сколько. Да. А это видишь, вот первые шлифовки, там видишь такой раз, чуть-чуть Да. и пупочек пошел. С какой стороны его объезжать, непонятно. Я по посыпочке пойду сейчас с этой подмело, видишь. Сейчас, наверное, не знаю. Мне кажется, по своей стороне давай объезжать. Цепями тут 13,9 у нас на седле. Попробуй пультом поднять жопу еще. Прибавится нагрузка. Да, я то я сейчас так наподымаю, блин. Туда или чуть нащупай еще. верхнюю клавишу. Ну, блин, дай ехать, а. Сейчас. Не могу нащупать. Какая там сторона, Макс? Давай. Я приподнял. 14 тонн на седле. Что тебе? Я вот Здесь между вот что-то мне этими, не нравится. слышь, между двумя буксовалками, наверное, да? Камни Да, есть же? Да. Это по центру стало, красавка. Еще съезжает куда-то. Назад едет, да? Вот, блин, подъем серьезнейший. Вольво не пройдешь.
блокировать буду, да? Сейчас я, подожди, попробую с первой. На полной блокировке. Третья не вариант. Ну, видишь. там уже не тронешься. Да. Поэтому здесь разгон не залетает. Да какой разгон, Макс? Именно вот здесь разгон не залетает. Ну как ты разгонишься, если там все время ты на подъеме? Дружище, ну что, у тебя колесо спустил на прицепе там, левое, заднее. Я видел, спасибо большое. Поеду менять. Так, Пусть сейчас противооткат. пусть. Попробуй подушки до конца подними, Коля, ничего, должен подняться. Сейчас. Ого, слышишь? Противооткат, слышишь, даже мне это не помог. Офигеть. До упора прямо вверх. Видел? На прицепе? Или на тягаче? На тягаче. Я, блядь, уже и поднимал, и опускал нахуй. На всю поднят. Кого? Подушки. Ничего не понял, ничего не сделал. Скатись назад чуть-чуть. Одноногая. Да нормально все, что? Ну тут уклон мощный, я тебе говорю. Что он делает? Сцепление перегрелось, слышь. Пишет. Охренеть. Все, тебе тоже скатываться какой. Вот тети, так это самое начало, а самый этот поворот, этот, Валера, что там у тебя? самое тяжелое, это вот в поворот зайти еще. Тут перевальчик такой, блядь, торчочек маленький, все, встал на нем, блядь. А, он, наверное, на сцеплении вот это противооткат держит, да? У меня что-то на черепашке даже не шкрябает. Пусть он нихуя, едет, там, да, я там, понимаю, да. ну, ты повыше забрался. Мое мнение, здесь надо залетать с разгона. Потому что даже на Америке, ну вот Америка, я смотрел этот крафт или не крафт, не знаю. Он же почему разгоняется? Хули у него А нет как ты ничего, разгонишься? Она у тебя... Тут не будет никакого нога. Как ты разгонишься? Объясни, как разогнаться, если она не разгонится просто у тебя? Ну типа ты разгоняешься заранее, просто переключаешься и ну как бы Ну вообще тут не заранее. будет скорости. Будет такая, ты вот здесь будешь также на второй. Просто ты ее воткнешь, и она вот так сделает, встанет. Вон разгоняльщики второй день. Понимаешь? Да. Сейчас спуститься можно, сейчас если сцепление перегрелось. Едь, ну как по центру только не едь. Как он, чтобы- Я же говорю, надо было, может, вот там поехать. Саня, ты там стоишь, что ли? Тут хотя бы, видишь, набуксовано как-то льда больше, а там вроде как по камушкам. Стою. Что, можешь попробовать Да навстречу? что ты не поехал, дорога же была. Попробуй навстречку прям съедь и тронься с нее. Поедь, да, нет. Да мы сейчас перегородим, там же кто-то будет ехать. Я сейчас попробую на самый Вон, низкий видишь, от нас передаче попробовать следы. подняться, да. Отцепить. Да им все равно цепям, что они вращаются синхронно и все. Ну а если бы мы одели цепи сейчас внизу-то? Ну давай хоть сейчас цепи оденем. И также на второй полости на цепях? А как? Да я тебе говорю, Макс, тут, ну ты, как бы ты ни разгонялся, ты здесь будешь ехать столько же, сколько я вот все до этого ехал, понимаешь? Она сядет, у тебя вот это, ты, кажется, думаешь, на ровной стоишь, ты на подъеме стоишь там. Понимаешь? Вот эти буксовалки отъехать, я думаю, может вот сюда попробовать. Ну попробуй. Просто сцепление у нас перегрелось, я вот это не понял, что. Предупреждение. Смотри, на Якутск машина идет. Вообще, вот просто. Смотри, на Якутск машина идет где-то. Подай, не едь рядом с ним. Пусть, Да он далеко. ну, чтобы тебя обрулили как-то слева, справа, едь с края, с какого-нибудь, не по центру. Я не по центру. С Якутска машинка спускается, листовая поаккуратнее. Да. Как мы тут будем жить сейчас? Назад катится отлично, Смотри, видишь? вон летит. Назад понятное дело. В общем, друзья, спускаемся дальше, включимся. А что, тут надо все снимать. Ну, а что, назад катишься? Не, я думаю, попробовать и вот туда выйти именно. Ну, понял? Ну вот смотри, а вот за этот мы выйдем, а там ровнее что ли начинается? Там чуть-чуть ровнее, а потом сам поворот еще.
А КамАЗ этот, получается, он пробрался. А в повороте еще круче, чем вот здесь. Я представляю. Ну, сейчас попробую еще туда уехать. Так, механика противооткатная. Летя поднять у нас. Да, 13,8. Сейчас на первой попробуем. Едь навстречу. Еду. А, Америка идет сейчас. Ну вот смотри, он не летит с разгона 100%. Ну какой это разгон, Макс? Где разгон? Везет какой-то. Чисто в карман заворачивается. Вагончик везет. Он идет, это разгон, по-твоему? Ну идет там на 4-й. Все, что. Там по встречке поднимаюсь на китайцы, что придержите, кто сверху там едет. Никто не едет, тебе сказали, все говорят. Опа, Америка, Америка. Пошла, фура спускается. Америка, ляжь. Там кто на спуск идет, по встречке поднимаемся. Америка не заехал. Там если что, аккуратнее. Прикиньте, не заехал на Америке. Ну я тебе говорю, что ты тут разгонишься, Макс? Я что, первый раз Во, здесь во, еду? Вот так вот едь, вот так. Я ж не первый раз еду, понимаешь? Ё-моё. Скажи им, чтобы нас по встречке ехал, спускался. Да он, наверное, догадается, ну что. Ну вот первая и пошел. Я тебе говорю, просто можно было сразу на первое ехать. Ну, тут стоит только раз прошлифануть, все. Да, один рывок и все. Тут уклон просто, ну таких. Все. Огонь, погодь еще, все. Полная блокировка. Все, Америка назад. Все. Мы тоже. Да, шли хорошо, слушай. Посыпано здесь, ну просто. Я даже не знаю, тут смысл есть цепи одевать. Все в щебенке. Спускайся на свою полосу, пусть едет. Сейчас. Санчо чисто? Предлагают цепи одевать. Можно, да. С другой Пробовать. стороны. Не, просто вот здесь, видишь, чуть-чуть ледок и все. Мы-то на цепях, как бы, да. Вот тебе и подъем, понимаешь? И тут там, типа, тит, да что там, чуть-чуть там, знаешь. На камеру здесь не передать, как. И что делать, хуй его знает, блядь. Вон тебе 6/4, все дела. Вот он пробует опять тронуться и ничего. Но он заехал дальше, чем Орда. Понятно. Даже мы по встречке дальше, чем Орда Ну, заехал. можно попробовать еще по встречке, там чуть-чуть ледок. Может, КДМщики сейчас приедут, если сыпанет еще свежего, Ой, знаешь. не тоже никак, да? Да не, шоу на первой, там все равно шлифанул вот чуть здесь. Да, я спрошу. Вольво вот сейчас спустился, ты в канале? Да. Ты вот местный, подскажи, пожалуйста, вот есть тут смысл цепи одевать? А, я не местный. Но Одевали, все порвали тут, да. Ну это китайские порвали у нас. А ну, понимаешь, ну такой уклон. Тонарчик там, по-моему, блядь, Вольво посередине где-то стоит. Ну, топи пока, хули. съедь в сторону. А то мы только мешаемся здесь. А тут он пройдет по встречке. Охренеть вообще. Да тут классно. Если тут Америка не заехала, я вообще... Ну он легкий, скорее всего, вагончик нифига не весит, понимаешь. Тут такой должен быть баланс. Хорошо пригруженное седло. Вон кто разгоняется. Серега, принимаешь, Серый? Да, тут пошла жадища. Да. Серый, ну, ребята, там кто-то будет спускаться. Спустись сюда до меня, давай, хоть будешь цепи мне подкидывать. Я сюда уже почти поднялся, блядь. подъем дорога весь у меня прикол, что осталась весь немножко подъем- до поворота, блядь. Там, Метров 500. в повороте, понимаешь? Цепи хоть под колеса будешь подкидывать, так, блядь, как-то будешь крябывать отсюда, хули делать. Тонар. 6/4. 6/4 едет. Ну вот тут надо Дион идти, но только... Принял, Серый? А он с песочком, да? Да, у него... Да, слышу. А они тут, получается, тонары работают, возят грунт. Наверное, целыми днями штурмуют их, представляешь? В общем, 23 минуты мы штурмовали. Не знаю, что делать. Все. Пока стоим. Тонар шлифует, смотри как.
И мы там шлифанем. Нет, тут надо подсыпать, наполировали, видишь, сильно. Все, встал. Давай, может, КДМ-ку подождем. Спускайся, мы тут Америке только мешаем. Спускаюсь. Вот и попробовали. Там сзади просто уже мерз стоит у меня. Спроси у него по рации, что он там. А что спрашивать? Ну, он поднимается или просто стоит? Вон мерз идет. Лёвню разгонщика. Вот Рустам, смотри, что ты вниз ушел, да? одноногий разогнался. Да, я поехал на площадку. Смотри. хули делать. Вот тут мы уже встали, где он едет. Смотри, смотрим. Пошел. Но у него он легче, у него кубатурник. Но мы так не будем, у нас У него- скорости такой у не нас- будет. Мы так не разгонимся, потому что Не, я он спускаться не легкий. буду, потому что уже... Скания в натяг пошел. Вот Скания опять. Этот же. Не, Да, вроде конечно, другой конечно, мужичок. тебе царапать. Подушки подняты у него. Все, вон Мерс встал. Или нет? Ползет Мерс. Аккуратно, медленно, но ползет. Ну, Тонар 6х4 стоит груженный, ты видишь? Ну тот Лень на это шторе как забрался. Тонар стал груженный 6х4 Volvo. Орда все шлифует. Орда шлифует. На шторе залез, прикинь. Все, Орда встала. Короче, Ах. поехали в самый низ. Ну давай, я шторе не знаю, заехал. что цепи зря покупали, пошли одевать. Пошли. Сейчас будем тестить, сейчас еще. Просто этот. Штора заехала, да? Ты не видишь со своей стороны? Он стоит. Он едет вообще-то. Ну, едет медленно. Он все уже заехал, считает. Ну там за угол, за это. Дальше там не знаю, что будет. Просто нам прям на таком подъеме, наверное, не будем стоять. Конечно, туда вниз вообще в самый едет, чтобы... Ну, цепи попробуем, у нас вроде цепи хорошие. А те, видишь, все равно такой уклон, они рвут просто их. А цепь начинает, понимаешь, копать. Тут же не грунт, а это ж снег накатанный просто. Похоже, не на большой скорости, не на малой, и хуй подымешься, блин. Это мерз говорит, да? Ну там поровнее, как бы, ну тоже подъем, но Ну куда я спрашиваю, поднялся? Мерседес вот 16-метровый, а ты поднялся, да? конечно нет. Еще не мог доехать. А не, уж трявается, по-моему, потихоньку идет. Завис он. Так Ну вот назови. вы местные на двухногих катаетесь, ой, на 4х6 катаетесь. Вообще, что скажете, с разгона вот здесь надо или ползти? Уже по-всякому пробовали. С разгону, блядь, разгонялись и ползти пробовали, блядь. Так, подожди, как-то сильно. Я тебя хотел посмотреть. Тут Тонар вообще что-то конкретно задом виляет весь, я аж в сугроб ушел. Так он, видишь, там плохо, он прижался к обочине, и там же снег, тут же грейдирует, там обочина, фиг знает где. Нет, я он назад О, сдаю. давай я в этот сейчас вот заеду в карман в этот. Заезжаю. Если что, с него развернемся. Тут на Тонаре просто задом сдает, во всю трассу виляет. А, он ехать поехал. Кто? Да этот, штурмовать или что? Или я боком стал уже. Это кто такие? Че у него? Скания. А он что делает вообще? Я не знаю. Блин, а я, слушай, начал заворачивать. Ну ладно, сейчас тронусь вперед. Противооткат включен. Да у нас-то трогается, глянь как, вот видишь, Он смотри. тоже задом туда сдает. Смотри. Раз и поехали. В чем проблема? Тут подъем-то нет еще. Понятно, а мы не едем все равно. Сейчас я выровняю прицеп. Надо подальше, короче, давать отсюда. Потому что мы мешаем всем. Да ко мне сзади стоят машины. Вон, посмотри, в зеркало. А, этот уехал, сейчас он. Я ж хотел туда занырнуть, и он начал туда заныривать. Да, друзья, пишите свои комментарии. Я ни хрена не понимаю. Вообще сижу тут, я вообще всю эту картину А что, ну все наблюдаю. классно, что, ну на Тита приехали. Это тебе, я же говорю, вот непроходимый, он 6х4, вот тебе Америка. Че, кто, где? Никто не едет, понимаешь? Один
16-метровый одноногий унесся куда-то за угол. Надо, что у него разгон был бешеный, там Что-то у него там получилось. Ну, потому что он разогнался. Мы с такой тоннажом Мы не разгонимся, никогда. Макс. Ну, не Я разгонишься ты. Вот здесь у тебя будет 6-я, 5-я, ты там включишь 2-ю, на которой, и все то же самое. Там рядом с ним нельзя стать со Я не скамейки, хочу, если мешать. остановиться. Подальше куда-нибудь. Не хочу. Я уже туда, это сейчас дураком станем еще где-нибудь. Там же тоже загрейдировано, сейчас какой-нибудь сугроб там заедешь. Тонар вообще шве развернуться хочет посередине подъема. Он задом вот так вот дает по всей этой. Вот такая площадка. Ну видишь, тут уклон, там, сям, он туда встал уже. Я как бы мне А в место. тонарах, кстати, вдвоем катаются, я заметил, на тонарах. Почему? А? Вот они навстречу ехали на волю. Ну они где-то здесь, наверное, на стройку возят, что-то с карьерой, целыми днями гоняют. Сейчас, может, КДМ-ка придет, и тут бы подсыпали еще, потому что, ну там, вот видел я сейчас одной осью, которая по обочинке, да? И просто ледок схватил, она чуть скорость падает, все, понимаешь, уже. Ну что, я стоим, ждем, что тонар стоит, там все стоят. Ваше впечатление? Не знаю, наше впечатление. Так, 30 минут видос. Первый штурм не удался. Смотри, тут стал Давайте, карман, будем. блядь, толкай дальше, тут хоть развернуться можно было, блядь, ты стал здесь. Ну да, на скане хитрый стал. Там все разворачивались, а он мне не дал заехать, вон на передо мной завильнул. Видит, что я Ты так же прицеплен. хотел встать. Я вообще не хотел, это ты мне говоришь. Давай туда, давай сюда, давай отсюда. А я ничего не хочу, я хочу ехать вперед. Короче, все молодцы, вот смотрите, здесь представлены все виды техники. Тонар песком загруженный, Да. 4/6. хотя он или пустой, он, слышишь, это у него на борту остатки. Почему ты так медленно ехал? Наверное, груженный все-таки, да? Загруженный. Спроси по рации, груженный. Ты чё? Орда груженный. Америка. И тут вот так вот потихонечку заметает. И вон, смотри, видишь поворот? Вон он тот поворот. Вот приблизь, видишь? Над лесом вот такой широкий поворот и туда. Вижу. Вот этот широкий поворот, там самый большой уклон. Все-таки стоит Мерседес, вон, смотри где. Вон, да, прицеп. А тут, вот получается, смотри, вот тут мы где ехали, потом подсели, это пупочек, да? Потом Ага. дальше поровнее ты идешь, а вот там уклон больше, чем вот здесь в начале. Да. Сейчас мы тут и всех и дождемся, и дагестанцев, и Сергея. Я все по соляре боюсь, что у нас мало. Мы зря не Ну залезли. как у нас, значит, 400 километров. Ну где Америка, дай это утонуть. Что значит крутанулся? Хочет развернуться. Не, ну вы прикиньте, Америка не заехала. Я прям удивлен очень. Наскользили, видишь? Не, на первый вариант заехать. Чуть-чуть бы посыпка была, вот там вот где лед. Одна ось буксанула у нас. Ладно, пока сидим, все сидят, думают, и что теперь делать? Ну, мы можем еще одну попытку предпринять сейчас на первой, попробовать. Я же шел тогда на третьей. Попробовать на первой, вот здесь вот. Без цепей точно нет смысла пробовать, мое мнение. А с цепями я просто не пойму, блин, тут щебенка, все, тут не, ну, им же надо за что-то цепляться, за грубый снег. А тут нет, тут вообще все в щебенке. Ну, не все в Лёд. щебенке, там же лед еще есть. В лед они будут впиваться. У меня же такие цепи, как бы квадратненькие, такие грани у них. Короче, мы подумаем, что будем делать. Ладно, выключаемся, еще, скорее всего, пойдем цепи ставить.